Сегодня мы начинаем мероприятие, посвященное году экологии. И мероприятие наше называется «Берегите землю». Целью нашего мероприятия является ознакомление с проблемами и задачами экологии. По указу президента Российской Федерации 2017 год объявлен годом экологии. Дорогие ребята, что такое экология? Вы должны знать, что экология – это наш дом родной, это наша земля, это наши равнины, поля, реки, наша улица, наш район и в целом наша страна. В переводе с греческого экология означает дом, жилище. Это наука о доме. Но экологию возвели в ранг науки. Возникает вопрос, почему такое происходит в современном мире? Почему экологию, нашу землю, нашу родину, наши река, наши равнины возвели в ранг науки? Как вы знаете, с момента появления человека, человек стал своей хозяйственной деятельностью влиять на экологию. Он стал перекачивать из недр земли все, что может перекачивать, но взамен ничего не отдает. И все здравомыслящее население нашего земного шара, не только население земного шара, здравомыслящие люди нашей страны, нашего района, нашего села, нашей школы встали на защиту экологии. Ибо земля стонет, реки отравлены ядами, воздух загрязнен, экология в плачевном состоянии. Есть специальные учебные заведения, которые выпускают экологов. У нас в Дагестанском государственном университете на химическом факультете есть отделение экологии. Кроме того, вы должны знать, в каждом районе, дорогие ребята, в каждом селе есть специальные структуры, которые отвечают за сохранность экологии. Одним из таких структур у нас в районе является экология, которая отвечает за сохранность всех природных ресурсов. К нам сегодня на встречу пришли специалисты, которые отвечают за сохранность экологии, начальник межведомственного комитета по экологии, природопользованию Махмудов Фред Абдулмуталибович, заместитель сельского поселения Касумкенский Мамедьяров Фазил Альмирзоевич, методист управления образования Гусейнова Муминат Закариевна. Также присутствует руководство нашей школы и учителя, предметники, которые каждый из этих предметников в рамках своего предмета тоже встает на защиту экологии. Это касается и биологов, это касается и химиков, даже это касается литераторов. Каждый предметник вносит определенный вклад в защиту экологии. Для жизни на Земле необходимо всему живому чистый воздух, чистая земля, чистая вода. Но с появлением человека в природе эта гармония нарушилась. Что происходит у нас в природе? За 1 минуту вырубает 21 гектар леса, а загрязнение мирового океана приводит к гибели водорослей. Очень много в морях и океанах бытовых отходов, которые негативно влияют на экологию в целом. Кроме того, человек своим варварским отношением к природе дошел до того, что в минуту вырубается не только 20 гектаров лесов тропических легких планет, но и одновременно человек каждую минуту загрязняет воздух экологии. Он не думает о последствиях. Леса препятствуют глобальному потеплению. Вы замечаете, дорогие ребята, что с каждым годом температура Земли повышается на 0,5 градусов Цельсия, а это приводит к таянию ледников. Кроме того, каждую секунду вырубается несколько десятков деревьев в мире, на нашей планете, а одно дерево за год адсорбирует 20 килограммов пыли.
производит 700 килограммов кислорода, снижает температуру около себя на 4 градуса Цельсия, нейтрализует, вдумайтесь в эту цифру, 80 килограммов пыли, вредных веществ, фильтрует 100 тысяч кубометров воздуха. Это все нам дает одно дерево. А вдумайтесь в эти цифры. Сколько пользы мы получили бы, если вот эти срубленные деревья остались бы на нашей планете живыми и нетронутыми. Это бедствие планетарного масштаба, катастрофа. Но к нашей радости за последние 2-5 лет здравомыслящие люди повернулись к экологии. Они уже чувствуют, что воздух в городах крупных, воздух отравлен, что вода уже отравлена, что нет питьевой воды. Поэтому во многих школах, в том числе и в нашей школе, проводятся экологические мероприятия. Это тоже повышает экологическую культуру подрастающего поколения. Кроме того, проводятся субботники. Даже если мы посадим одно маленькое деревце, это приводит к очищению воздуха. Это приводит к сохранению экологии для подрастающего поколения. На грани превращения в пустыню 200 миллиардов квадратных километров. Это территория в 2 раза превышающая площадь Канады. Повсеместно звучат колокола тревоги. А вы знаете, что в России и вообще на нашей планете колокола тревоги только звучали в тревожные времена. Только звучали в экстренных случаях. Еще вчера мы не задумывались, хватит ли будущим поколениям чистой воды и чистого воздуха. Еще вчера мы не думали о том, что недра земли истощаются. Человек использовал все, что он мог использовать для своей пользы, ради наживы. Потому что самый такой жестокое существо на планете – это все-таки человек. Сегодня жизнь и здоровье нашей экологии и планеты в опасности. Она нуждается в скорой экологической помощи. И поэтому проводится огромная работа не только в нашей стране, не только в нашем Дагестане, в районе и в селе, для сохранения природы нашим потомкам. В чем заключается эта работа и с какими трудностями сталкиваются структуры, которые отвечают за экологию, вы послушайте, дорогие ребята, после выступления нашего биолога школы Лазера Анверовича и выступления наших учащихся. Эти вопросы вам осветят наши специалисты, которые отвечают вот за сохранность экологии. Пожалуйста, Лазер Анверович, вам слово. Сегодня мы поговорим о вредном воздействии человеческой деятельности и возникновении различных видов заболеваний в связи с этим. Выделяет несколько факторов возникновения заболеваний. Это химическое воздействие, физическое воздействие, а также биологическое воздействие. Химическое воздействие – это формы воздействия различными видами канцерогенных веществ, вредных, уже ранее не существовавших в природе веществ. Как вы уже, я думаю, из общего курса биологии знаете, что все процессы в биосфере взаимосвязаны. И человек лишь является неотъемлемой какой-то маленькой частью этой единой огромной системы. Разум выделил человека из этого общего количества всего живого. Но в связи с этим человек на протяжении всего своего существования не пытался приспособиться к природе, к атмосфере, а подстраивал ее лишь под себя. И в итоге получил вредное воздействие и вместе с этим уже возникновение различных видов заболеваний. Что собой представляет загрязнение? Загрязнение окружающей среды – это уже появление либо уже искусственно человеком созданные различные виды соединений химических, физических, биологических веществ, которые оказывают, как я уже сказал, вредное воздействие на все живое. Выделяют несколько видов. Физическое – это уже звук, вибрации или электромагнитное излучение. Химическое – пестициды и тяжелые металлы, которые опять-таки
после промышленной деятельности человека попадает либо в сточные воды, либо уже в почву, и после уже по кругу появляются опять уже в организмах людей. Биологические вирусы и бактерии. Ухудшение экологического состояния во всем мире и в России связано с загрязнением атмосферы, вод и уже почв. Что же собой уже это представляет? Загрязненная сточная вода от промышленных предприятий, либо от сельского хозяйства, либо от бытовые сточные воды попадает в почву. Эта вода обратно при вторичном заборе воды для бытовых целей человека уже попадает обратно либо вот в организмы наши с продуктами, которые мы выращиваем и уже после потребляем. И они уже после оказывают вредное воздействие на наш организм. Заболеваний бывает несколько видов. Внутренние – это болезни внутренних органов. Инфекционные, вызванные уже микроорганизмами или их токсинами. Паразитарные – это уже воздействие паразитов, которые живут в нашем теле либо постоянно, либо местами попадают в наше тело. И пищевые отравления. Ну вот, к группе химических отравлений относятся воздействие тяжелых металлов. Вот кадмий, например, вызывает поражение почек, деформации скелета. Метилртуть, врожденные пороки развития и нарушение слуха и зрения. Карий зубов, недостаток фтора в воде вызывает. Эндемический флюороз, эндемический арсеноз, избыток фтора уже. Но вот здесь нужно соблюдать вот этот баланс, который решается уже либо искусственной очисткой, либо уже внесением недостающих вот этих частей в сами воды. Микробы, уже паразитарное воздействие, тут возникает уже дизентерия, холера, вирусные инфекции. Тоже опять-таки связано с тем, что недостаточная очистка производится вод, который потребляет человек уже в бытовых условиях. Синтетические органические вещества – это вещества, которые уже создал человек для промышленной деятельности, которые ранее отсутствовали и уже тоже вызывают поражение внутренних органов, либо возникновение уже раковых заболеваний в связи с этим. Ну, все заболевания, которые были представлены, они в большей степени связаны с тем, что недостаточно производится очистка воды, либо некачественное, либо вторичное уже заражение очищенной воды до источника потребления. Химическое загрязнение наиболее опасное. Выделяется большое количество, их выделяют до 2000 экологи вот этих веществ, оказывают различные воздействия на определенные группы органов и на организм в целом. Оксиды хлора, оксиды азота, серные выделения. Ну, здесь мы рассматриваем уже отопительную систему больших городов, ну или промышленных предприятий, которые выбрасывают большое количество вот этих вредных веществ и которые влияют на организм уже, вызывая загрязнение химическими токсичными веществами, условлено изменением иммунного статуса, то есть сам статус организм уже не способен уже устоять вот систематически, постоянно поражающий организм вот этим фактором, вредным веществам, уже возникает в связи с этим заболевания различного, вот, аллергический дерматит, астма, экзема, возникновение раковых заболеваний, либо радиоактивные уже вещества, это уже более тяжелые заболевания, которые вызывают мутагенное воздействие уже на самом генном уровне. То есть уже возникает сам генетический код человека, уже в нем возникают мутации, и опять-таки они еще и вместе идут с возникновением раковых заболеваний, в связи с чем уже как раз-таки в республике был повышен вот этот уровень рака уже среди людей. Оксиды углерода поражают нервную систему, эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему, органы дыхания в основном. Но если мы берем большую концентрацию оксидов азота, то они опять-таки поражают слизистую систему органов дыхания и вызывают вплоть даже до отека легких, уже, который приводит к смерти. То есть они в виде вот этих газов, дисперсных газов, попадают в дыхательные пути и поражают организм изнутри. Причиной отравления людей может стать и ртуть. Ну, ртуть тяжелый металл, который может попасть в воду, и уже водные организмы, рыбы, либо другие виды организма, которые человек уже потребляет в пищу, попадают в организм, и изнутри уже получается отравление организма. Оксиды серы уже в малых концентрациях вызывают уже
неприятный вкус во рту, слизистая оболочка глаза и дыхательных путей раздражает, как я уже сказал. Наиболее распространенным является уже это физическое воздействие. Это шумы различных промышленных предприятий, автомобилей, либо если мы берем самолеты, посадка, взлеты, они оказывают уже стресс, это уже очень сильный стрессовый фактор, который опять-таки оказывает на все жизненные процессы активное, негативное, активное воздействие, тем самым вводя человека уже в стрессовое состояние. Это может быть связано с нарушением деятельности нервной системы, эндокринной системы и уже даже ингибирует общие процессы организма, то есть они снижают жизнедеятельность и процессы, которые протекают в самом организме. Проблема экологии как раз таки нас очень волнует. Но что должен делать человек сам уже? Мы должны прежде всего начать сами с себя. То есть уже сами себе задавать вопросы, экономно расходовать воду, либо не пытаться по минимальному загрязнять окружающую среду. Но и в целом в мире, как уже было сказано, действительно человечество, оно задумалось, но недостаточно делает для того, чтобы сохранить вот этот баланс присутствия человека на нашей планете, безмерно уничтожая, загрязняя окружающую среду без конца, но тем не менее сейчас уже пытаются сделать хоть какие-то шаги навстречу того, чтобы сохранить вот именно равновесие между человеком и природой. У нас в стране принят закон об ответственности, об уголовной даже ответственности в связи с чем, что человек, если использует, либо загрязняет окружающую среду. Но опять-таки я повторюсь, что человек должен начать воспитывать сам себя, и уже нужно развивать культурную, экологическую культуру, уровень поднимать человека выше, чтобы он бережно относился и ценил каждый, любой живой организм, будь то маленький муравей или большое растение, дерево, которое дает и очищает нашу землю, и дает нам кислород. Спасибо большое. Вы знаете, что на экологию влияет в большей степени бытовые отходы. Учащиеся 10 класса подготовили нам сообщение о влиянии на экологию бытовых отходов. Пожалуйста, вам слово. Может быть, только раз за все время творения. И может быть, только в одном месте Вселенной природа отделила свет от тьмы, твердь от вод. Из света и тьмы, тверди и вод создала голубое прекрасное чудо, нашу землю, и населила ее всем, что растет и движется, рычит и поет, продолжает свой род и дышит. Жизнь на земле неповторима и уникальна. А потом природа продолжила свой опыт. Из всех существ выделила одно, наделила его способностью мыслить, приспосабливаться, умением предвидеть, отвечать за свои поступки, научила работать. Так на земле появился человек, человек разумный. Природа, как истинная мать, заботилась и лелеяла свое дитя, всем сердцем желая, чтобы оно выросло добрым, сильным и умным. Отдавала ему самое дорогое, что было у нее: великолепие красок, многообразие звуков, красоту и совершенство форм. И человек жил в согласии с природой, не переставая восхищаться ее красотой. И человек трудился, а в его трудах природа находила свое отражение. В звуках музыки, на холстах картин художников, в произведениях писателей и поэтов, в движениях танца. Человек разумный должен был стать душой природы, а стал силой, способной уничтожить мир. Мощь разума позволила ему менять облик Земли. На беду и горе планеты он скрыл ее недра, перегородил моря, опустошил леса, осушил реки. Долгое время считалось, что человек – царь и властелин природы, призванный, ни с чем не считаясь, покорять ее и подчинять своим нуждам. Этот путь, как показывает ход истории, оказался тупиковым в эволюции самого человечества.
Он привел не только к утешению многочисленных экологических катастроф, но и грозит подорвать саму возможность существования человека на Земле. Необходимо коренным образом менять отношение к природе. Мы вместе со своей цивилизацией часть природы, встроены в нее и целиком от нее зависим. Поэтому главное условие нашего развития не покорение, а сотрудничество с природой. Будь милосерден, человек! У всех людей одна планета, и ветром нет на ней границ, как нет границ с потоком света и перелетом диких птиц. И нам беречь планету надо для тех, кто будет после нас, а мы безумно сыплем яды и дом свой травим, не скупясь. Уже все тоньше слой озона, а он щит, защитник на земле. Уже растут, как язвы зоны, где смерть таится в дымном мгле. Текут отравленные воды по руслам рек и над землей. Дожди спадают с небосвода сернокислотною водой. Леса свою теряют силу, уходит нежный запах лип. Озера, ставшие могилой, в себя хоронит стаю рыб. Есть просто храм, есть храм науки, а есть еще природы храм, с лесами, тянущими руки навстречу солнцу и ветрам. Он свят в любое время суток, открыт для нас в жару и стыд. Входи сюда, пусть сердцем чуток, не оскверняй его святынь. Вода – начало всех начал. Ежедневно человек расходует 150 литров воды. Пресная вода, пригодная для использования, составляет на Земле всего лишь 2%, причем 3/4 части из них приходится на ледники Арктики и Антарктиды. Все чаще можно слышать о нависшем над человеком питьевом голоде. На привозной воде существует целое государство Алжир. Гонконг получает воду из Китая. Нехватка воды ощущается в Греции, где она ценится дороже вина. Реки – эти голубые артерии, питающие озера, моря и океаны. Сегодня многие реки Земли превратились в кладбище рыб. Не зная в речке брода, нет смысла рисковать. Чтоб стать царем природы, тут мало, много знать. О, люди, человеки, мы в мире не одни. Какими были реки, и что теперь они? Мы никогда не думали, что будем покупать за деньги глоток чистой воды. А сегодня это страшная реальность. Мы наполнили реки мусором, нефтью, угольной пылью, смолой, красками, кислотами, ядами, пеной стиральных порошков. Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Подсчитано, на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн сырья. Правда, большая его часть, 97%, идет в отходы. 20 лет назад автомобили пробегали 250 тысяч километров, практически без поломок. А сегодня, если на спидометре машины 120 тысяч километров, то она кандидат на свалку. Новые виды товаров, новые марки. Покупай, покупай, покупай! А старые, но вполне еще годные вещи выкидываются. Атмосфера. Всем известно, что кислород – источник жизни. В атмосфере его содержится всего 21%. Количество кислорода устанавливалось в атмосфере 50 миллионов лет. Его запасы не безграничны. Один человек в день употребляет 25 литров воздуха.
Мусор постепенно становится монстром цивилизации. Продолжительность разложения отходов. Автобусный билет 1 месяц. Кожура банана до 6 месяцев. Бумажный стаканчик до 5 лет. Консервная банка 10 лет. Шерстяной носок 1 год. Деревянная палка 4 года. Деревянная окрашенная доска 13 лет. Алюминиевые пластиковые бутылки более 500 лет. Стеклянные бутылки никогда. Экологическая катастрофа нависла темной тенью над каждым человеком планеты Земля. Мы знаем, что не только бытовые отходы загрязняют нашу экологию, но загрязняют экологию и предприятия, заводы, фабрики, фермерские хозяйства. Посмотрим, каково влияние человека на экологию по сценкам, которые подготовили наши учащиеся, и выступления учащихся 9 классов. Пожалуйста, вам слово. Страница 1. Человек – часть природы. Для кого мы охраняем природу? Для человека. От кого мы охраняем природу? От человека. За несколько миллиардов лет на Земле сформировалась сложная общепланетарная система жизни. В нее входят нижние слои атмосферы, вода и почва, со всеми населяющими их живыми созданиями. Глобальную систему жизни называют биосферой. Био – жизнь, сфера – оболочка. Биосфера и есть наш общий дом. Ее обитатели – звери, птицы, рыбы, насекомые, травы, водоросли, деревья, микробы и все мы – люди. 22 апреля – праздник, который знают во всем мире. Это День Земли. Праздник носит экологический характер и призван объединить людей всего мира в деле по защите окружающей среды. Впервые эта всемирная акция стартовала в 1970 году в США, а с 1972 года по инициативе сенатора Нельсона она стала официальным праздником. По традиции, в этот день в течение минуты раздается звон колокола мира. Колокол 310 килограмм. В это время люди должны задуматься над тем, как сохранить планету и улучшить жизнь всех существ, обитающих на ней. Входя в нашу собственную квартиру, мы вытираем ноги или снимаем обувь. Никому не придет в голову, сняв ботинки, поставить их на стол. Мы стараемся не ссориться с близкими, поддерживая мир в семье. В общепланетном доме на фоне природы люди ведут себя как хулиганы. Они часто думают, что кладовая природы неисчерпаема, а богатство планеты безграничны. Это опасное заблуждение. Заблуждением является и то, что почва, вода и воздух самоочищаются, как бы мы их ни загрязняли, а также и то, что вредных живых созданий надо уничтожать. В природе есть много врагов. Это стихийные бедствия типа ливней, засух, морозов, ураганов. За последние 100 лет водой разрушено более 2 миллиардов га плодородной почвы. Разрушение продолжается, и не только стихийные,
их наносит человек. Кромсаем лед, меняем рек течения, твердим о том, что дело не в проворот. Но мы еще придем просить прощения у этих рек, барханов и болот. У самого гигантского восхода, у самого мельчайшего малька, пока об этом думать неохота. Сейчас нам не до этого. Пока. Аэродромы, пирсы и перроны, леса без птиц и земли без воды. Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Природа – самое дорогое, что есть на нашей планете Земля, а человек – это маленькая часть природы. У людей есть праздники, и у природы они тоже есть. И один из них – это День Земли. В лесу и на речной излуке, в родных полях, где даль светла, ты с добротой не будь в разлуке, не причини природе зла, ведь ты и сам ее частица, она всегда щедра к тебе. Все, что несешь, ей, отразится в твоей душе, в твоей судьбе. Иди к земле хорошим другом, ее защитником иди, чтоб только пение птиц над лугом, чтоб мир и солнце впереди. А теперь послушаем песню «Дети земли». Пожалуйста. Среди бесчисленных планет такой на свете больше нет. Для ней ищите, не найдете, все равно. И пусть других планет не счесть, вы берегите то, что есть. И планета наша огромный, светлый дом, общий дом. Как хорошо, что мир на планете, как хорошо, что солнышко светит, как хорошо, что мы еще дети. Как хорошо, что мир на планете, как хорошо, что солнышко светит, как хорошо, что мы твои дети. Мы часто смотрим в небеса, с детства верим в чудеса. Но забываю вечно только об одном, что чудо главное есть земля, и все на ней одна семья. И вся планета наша огромный, светлый дом, общий дом. Как хорошо, что мир на планете, как хорошо, что солнышко светит, как хорошо, что мы еще дети. Как хорошо, что мир на планете, как хорошо, что солнышко светит, как хорошо, что мы твои дети. Рождаясь, человек получает бесплатно в наследство бесценные дары. Землю и воды, реки и горы, лес и цветы. Но как мы пользуемся ими? Сохраним ли их для потомства? Была над рекою чаща, березнячок молодой. Стрекозы, глаза тараща, планировали над водой. Кувшинки цвели местами,
лилии и трава, под свесившимися кустами разгуливала плотва. В июле, когда повсюду царил нестерпимый зной, в речушке какое чудо! Вода была ледяной. Мальчишки бросались в воду с бревенчатого моста. Приехала я через годы и не узнала места. Здесь побывали лесорубы, куда теперь не взгляни, торчат, как гнилые зубы, невыкорчеванные пни. И выбрав на речке место, которое погрязней, барахтается семейство блаженствующих свиней. И душно от испарений, от пыли луга седы, хотя бы полметра тени, хотя бы глоток воды. Не выйти к речным излукам и тело не освежить, а здесь сыновьям и внукам, и правнукам нашим жить. Россия наша матушка, Россия наша Родина. Песня у моей России. Леса топорщатся, и степь клубится, жара изводит, и снега блестят. Богаты мы, но считанные птицы над считанными рощами летят. Дрожит камыш на считанных озерах, и считанные рыбы живут в реке, и восковые считанные зерна неслышно зреют в малом колоске. Над запахом таежной земляники полночный филин ухает из тьмы. Неужто внуки лишь по красной книге узнают, как богаты были мы? Страница 2. Потерявши, плачем, или они жили на земле. Как неизобретателен человек, он не в силах не сотворить новый вид животного, не воссоздать уничтоженный вид. Природа – великий учитель, во всех областях
Человеку есть чему поучиться у нее. Океан седой гремит набатно, он таит обиду в глубине. Черные, раскачивая пятна на крутой, разгневанной волне. Стали люди сильными, как боги, и судьба земли у них в руках. Но темнеют страшные ожоги у земного шара на боках. Мы давно освоили планету, широко шагает новый век. На земле уж белых пятен нету, черные сотрешь ли человек? Безжалостной рукой человек ломает хрупкое равновесие природы, от которого зависит его собственное выживание. Постоянно и неуклонно возрастающее влияние человека на животных и природу привело к тому, что живой мир нашей планеты изменяется. За последние 350 лет с лица Земли исчезло более 60 видов зверей и почти 100 видов птиц. Новокаледонский попугай Лори истреблен в 1860 году. Попугай с острова Лорда Хоу истреблен в 1869 году. Таитянский длиннохвостый попугай истреблен примерно в 1850 году. Коричнево-головый попугай истреблен в 1773 году. Кубинский красный попугай Ара истреблен в 1885 году. Каролинский длиннохвостый попугай истреблен в 1914 году. Степная куропатка истреблена в 1932 году. Песня «Аист». Для любимой свил по весне. Чудился мне он из странствия дальних, символом верной любви.
Северной Америки. Эти птицы были многочисленны, но их трагедия завершила проведение вглубь континента железных дорог и телеграфа. Последний голубь был убит в 1899 году. Живший в неволе странствующий голубь по кличке Марта умер в сентябре 1914 года в зоопарке Цинциннати. В штате Висконсин даже орнитологическое общество установило мемориальную доску с надписью «Память последнего висконсинского странствующего голубя, убитого из-за алчности и легкомыслия человека». Вращаясь в космосе в плену своей орбиты, не год, не два, а миллиарды лет. Я так устала, плоть моя покрыта рубцами ран, живого места нет. Терзает сталь мое земное тело, яд вытравит воду чистых рек. Все то, что я имела и имею, своим добром считает человек. Мне не нужны ракеты и снаряды, а ведь на них идет моя руда. А что мне стоит только штат Невада? Его подземных взрывов череда. Зачем друг друга люди так боятся? Что позабыли о самой земле? Ведь я могу погибнуть и остаться обугленной песчинкой в дымном мгле. Не потому ли, загораясь мшением, я против сил безумных восстаю? И сотрясает дверь землетрясение. На все обиды за ответ даю. И не случайно грозные вулканы выплескивают славой боль земли. Очнитесь, люди! Призовите страны, чтобы меня от гибели спасти. Дронт — крупная нелетающая птица. Они тяжело переваливались сбоку на бок, беспомощно размахивая жалкими обрубками крыльев. Дронт стал легкой добычей людей. Птиц убивали ради вкусного мяса. Яйца дронтов поедали крысы и собаки, которых люди случайно привезли на остров Маврикий, где обитали огромные птицы. Дронт не смог справиться с таким массовым истреблением и к 1681 году полностью исчез. Португальцы называли этих птиц додо. В музеях сохранились лишь несколько сушеных лапок, пара голов и множество костей этой птицы. Уже посмертно Дронт был выбран символом государства Маврикий и изображен на гербе этой страны. Люблю мой край, как странно слышать, ведь каждый человек свой любит край. Но небо здесь синее, солнце выше, и в цвет сирени здесь окрашен май. Дождем и сеном пахнет лето, зовет прохладою река. А осень золотом одета, плывут клочками облака, лыжнёю манит вдаль зима, морозным утром снег хрустит, и выйдет с берегов река в апреле, и лес весной шумит. Люблю мой край, я много мест видала, и можно хоть полмира обойти, но ближе и родней родного края, я думаю, мне больше не найти. Страница 3. Путешествие в будущее. Дорогие товарищи экскурсанты, добро пожаловать в наш музей вымершей флоры и фауны 20 века. Мы с гордостью говорим, что сотрудникам нашего музея удалось сохранить то немногое, что когда-то было на земле. Но нас ожидает большая и кропотливая работа.
До нас дошли записи, песни, которые мы не можем полностью расшифровать. Так, известная в своем веке певица Людмила Зыкина поет песню «Посеяли беду на берегу». Что она сеет, нам не удалось выяснить. Лебеда, видимо, было какое-то экзотическое растение, которое высевали по склонам, чтобы услаждать взор проплывающих мимо путешественников. Правда, людям в свое время тоже пришлось поломать голову над одним растением, которое знал еще Пушкин, а до нас оно не дошло. Название его полба. Ну, не будем грустить. Видимо, этот процесс закономерен. Я прошу взглянуть на эти чудесные искусственные цветы. Когда-то они росли на планете Земля и исчезли, но благодаря умельцам мы можем любоваться ими и сейчас. В нашем музее фауна представлена более полной, чем флора. И здесь вас ожидают интересные находки. Посмотрите на эту птицу. Это петух. К сожалению, до нас дошел единственный экземпляр, так как люди были беспечными и не думали о будущем. По утрам их будил крик живого петуха, и они думали, что так будет продолжаться вечно. Вот другой экспонат – свинья-копилка. Люди относились к ней любовно, но уже к концу 20 века свиней становилось все меньше и меньше. Посмотрите на этих заводных лягушку, медведя и зайца. Прошу бережно обращаться с заводом. Надо думать о наших потомках, им и этого может не достаться. Что касается птиц, то есть уцелевших письменных источников, нам известно, что была какая-то кукушка, какой-то соловей. Мы вам можем показать только чучело вороны. Предлагаем записи птиц, которые когда-то населяли Землю. Музей вымершей флоры и фауны – фантазия, страшная фантазия, но она тем и страшна, что может стать реальностью. Когда мы любуемся со вкусом собранным букетом, редко кому придет в голову, что это уже умирающие, оторванные от корней растения. Цветов становится все меньше, а отдыхающих на лоне природы все больше и больше. И каждый стремится вернуться в город с букетом, но... Если я сорву цветок, если ты сорвешь цветок, если все, и я, и ты, если мы сорвем цветы, опустеют все поляны и не будет красоты. Песня «Пусть будет мир прекрасен». Красотой лесов по мире считаешь, ни с кем живет человек, избалованный солнцем горящим цвет, что откуда берется, он не думает, нет. Все же это не вечно, что же станет потом? Думать не человечно, после нас хоть потом. Пусть будет мир прекрасен, и тут не нужен гений, чтобы возродить планету для новых поколений. И на земле, на всей большой земле, вдруг в одночасье наступит наше счастье. Все прекрасным, пусть песня начиналась с утра, шумным, возможным и ясным. Давайте поступим мудро, для этого немного нужно, что взрослые помнили чаще, что дети — это ваше будущее, а в будущем наше счастье.
чистой воды – Песков. Капля воды дороже алмаза – Менделеев. Вода – самое бесценное вещество на свете. А теперь посмотрим сценку про воду. 2053 год. После разразившейся на Земле глобальной экологической катастрофы запасы пресной воды уменьшились в 10 раз. В связи с этим Всемирный совет по контролю над водными ресурсами был вынужден ввести нормированное распределение воды среди жителей планеты. Были созданы специальные отряды полиции для поддержания отряда на пунктах раздачи воды. Каждый житель Земли получил специальную магнитную карточку, по которой он мог получить свою суточную норму – 200 мл воды. На сцене пункт раздачи воды. На пункте раздатчик и 2 офицера полиции – юноша и девушка. Очередь доходит до мамы и сына. Мать протягивает полицейскому 2 карточки. Раздатчик отмеряет воду в емкость женщины. Они с мальчиком отходят от пункта раздачи воды. Женщина подскальзывается, падает и разливает воду. Мальчик помогает ей подняться. Мама, ты не ушиблась? Это не важно, но я разлила всю нашу воду. Что же теперь делать? Давай попробуем попросить, чтобы нам 2-й раз дали воду. Ведь все видели, что ты упала не специально. Они снова подходят к пункту раздачи воды. Сэр, нельзя ли нам снова получить воду? Я упала и все разлила. Я видел, но ничем помочь не могу. Свою норму сегодня уже получил. Возьмите денег, прошу. Мы воду за деньги не даем. Женщина садится у края сцены и плачет. Простите, мисс. Простите, мисс. А почему мы не можем еще получить воды? Просто в этом случае кто-то другой не получит свою порцию. А мама говорила, что когда-то воды хватало на всех. И она даже текла из крана в каждом доме. Так действительно когда-то было. Так что здесь произошло? Если хочешь, я могу рассказать. Не так давно пресной воды на планете хватало на всех. В воду можно было входить без специальной защитной одежды. В ней даже можно было купаться. Но человек редко ценит то, что у него есть. Он часто думает, что все в природе вечно и имеет бесконечный запас прочности. Человеку нравилось покорять природу, а не заботиться о ней, а особенно, когда речь шла о воде. Ведь ее так много на планете, площади, но лишь 2% от этого количества составляла вода пресная, пригодная для питья. Родники, реки, озера были ее хранилищами. Человек использовал их по своему усмотрению. На сцене остаются только мальчик и девушка-полицейский. На середине сцены ширма, на ней рисунок озера с чистой водой. Выходит полицейский, прикрепляет на рисунок озера макет предприятия и закрашивает часть воды озера краской. На берегах водоема выросли промышленные предприятия, которые сбрасывали неочищенные стоки в воду. Полицейский прикрепляет на рисунок озера макет сельскохозяйственных угодий. Дождями
полей смывались химикаты и удобрения, широко применявшиеся в сельском хозяйстве. Полицейский прикрепляет на рисунок озера макет бензозаправки. Многочисленные бензозаправки также поставляли в грунтовые воды высокотоксичные нефтепродукты. Частые аварии танкеров привозили к утечке миллионов тонн сырой нефти в моря и океаны, губя все живое на много квадратных миль вокруг. И однажды выяснилось, что пригодной для питья воды на планете совсем не осталось. И с каждым днем ее количество все уменьшается и уменьшается. На сцену выходят все участники. Внимание! Всемирный совет по контролю над водными ресурсами сообщает, что вынужден 2 раза сократить суточную норму выдачи воды. То, как сейчас человек распоряжается водными ресурсами, преступление против человечности. Люди, задумайтесь, ведь то, что вы сейчас видели, действительно может оказаться нашим будущим. Вода – истинное чудо земной природы, заслуживает, быть может, великой поэмы. Так велика ее роль в нашей жизни, так драматична и сложна судьба этого жидкого минерала. Внимание! Всемирный совет по контролю над водными ресурсами сообщает, что вынужден 2 раза сократить суточную норму выдачи воды. Посмотрим вторую сценку о том, как человек своей хозяйственной деятельностью влияет не только на экологию, но и на здоровье самого человека. Как влияет загрязненная экология. Пожалуйста, вторая сценка. Медики. Да, здравствуйте, доктор. К вам можно? Да, присаживайтесь. Что вас беспокоит? Худею, доктор. Нет аппетита. Хотя ем нормально. То желудок болит, то печень, то от диареи страдаю. И сил нет, то голова болит. Кружится постоянно, круги перед глазами. И гемоглобин что-то упал. Вроде яблок ем, и гречку, и мясо. А уж рыбу-то я люблю. Вчера в Камбалу, сегодня селедочкой баловалась. Двигаться трудно, нет скорости, хотя еще не старая. А сколько вам лет? Мне всего-то лет 17. 17? И слышу плохо, а вижу еще хуже. А порой, как что видишь, самой такое не придумаешь. А еще по ночам тело садить судорогой стало. Доктор, что со мной? Сейчас я вам померю давление. Так, 100 на 58. У вас немного пониженное давление. Что со мной? Отравление ртутью. Ртуть нарушает функцию нервной, мочеполовой, эндокринной системы. Происходит нарушение речи, слуха. Случаются параличи. Источники ртути – удобрения, градусники, электроника. В данном случае можно предположить, что источником ртути явилась океаническая рыба, болезнь Миномата. Сейчас я вам пропишу лекарства. Пейте их 2 раза в день после еды в течение месяца. А также соблюдайте режим дня, употребляйте побольше свежих фруктов и овощей. Спасибо, доктор. Поздоровьте. До свидания. До свидания. Да. Можно к вам, доктор? Можно. Учиться плохо стал доктор. 2 до 3 получает. Но ведь учит, целый день учит и ничего не помнит. И весь какой-то возбужденный, нервный. Иногда и галлюцинации бывают.
Вот вчера стою на кухне, готовлю, а он подходит и спрашивает, а что это за человечки по кухне бегают? Думала, может, обкурился чего? Да нет, не балуется он наркотиками. Спрашивала, проверяла. И ночами плохо спит, кошмары мучают. Думала, может, и машины спать мешают. Живем-то мы около шумной автострады. Не знаю. Скажите, доктор, что же нам делать? У вас отравление свинцом. Свинец вызывает нарушение в обмене веществ, сердечной деятельности. Также он влияет на нервную и костную систему. Давайте я для начала померяю ему давление. У вас 100 на 60 давление. Источниками свинца могут быть глазурь на глиняной посуде, также могут быть свинцовая краска на игрушках детских и этилированный бензин. Для примера, в одном этилированном бензине, одном литре этилированного бензина находится 200-400 мг свинца. По вашим рассказам можно сказать, то, что источником свинца явился этилированный бензин. Что же нам делать? Я пропишу вам лекарства, будете их пить и соблюдать режим. Пожалуйста. Бывайте больше на свежем воздухе, кушайте фрукты свежие, овощи, правильно питайтесь и будьте счастливы. Спасибо, доктор. Пожалуйста. До свидания. Я думаю, что природа-мать нас простит. Поэтому споем песню «Не уроните шарик». Пожалуйста, все участники. А дети играют шарами, шары улыбаются им. И взрослые дяди тоже играют шариком земным. А дети о чем-то мечтают, мечты машут им с высоты. Вы, взрослые дяди, тоже играя, не разбейте детские мечты. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, а дом мы упадем. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, а то мы упадем. Давайте дарить друг другу радугу и прибой. Капли дождя, снегопады и вьюгу, песни и любовь. Растите, дети, растите, пройдет столько лет, столько зим. Вы взрослыми дядями станете, дети, не играйте шариком земным. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, а то мы упадем. Не уроните шарик, это же наш дом. Не уроните, а то мы упадем. Не уроните, а то мы упадем. Не уроните. Дорогие ребята, дорогие коллеги, гости, мы знаем, что в нашем районе проводится огромная работа, как и в нашей стране, для сохранения экологии. За последние 2-3 года службы, которые отвечают за сохранность природы, за экологию, проделывают огромную работу.
Нам хотелось бы послушать сейчас вас, пред Абдулмуталибович, какую работу вы проводите, какие трудности вы встречаете. Пожалуйста, вам слово. Первым долгом я хочу сказать, что наша служба реорганизована с 1 января. Наш комитет, бывший межрайонный, объединен с Дербентским комитетом. Сейчас в Дагестане образовались 4 управления межрайонные по экологии и природопользованию. Это территориальные органы Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Я сейчас в данное время являюсь заместителем руководителя этого управления. Тут мероприятие сегодня вами организовано. Хочу выразить огромную благодарность вам, детям, участвующим в этом мероприятии. Вы по полкам разложили все проблемы человечества в сфере экологии, охраны окружающей среды. Поэтому я не буду повторяться в этом. Я остановлюсь на тех делах, которые предпринимает государство в деле решения вот этих вами обозначенных проблем. В государстве, в Российской Федерации принят блок законов об охране окружающей среды. Федеральный закон так и называется, закон об охране окружающей среды, и другие законы в разных сферах тоже приняты и действуют. Об отходах производства и потребления, Водный кодекс Российской Федерации, об особо охраняемых природных территориях, об охране животного мира и другие постановления. Вот в нашем районе остро стоит проблема сбора, вывоза, утилизации этих отходов. Я остановлюсь на законе об отходах производства и потребления, на тех изменениях, которые внесли в этот закон. В 2014 году большие изменения внесены в этот закон. Функции сбора, утилизации по старому закону возлагались на субъекты, не на субъекты, эти органы местного самоуправления. Этим занимались сельские администрации, районная администрация. Вот. Согласно новому закону, новым изменениям, с 2016 года эту функцию сбора, утилизации, вывоза бытовых отходов передан на уровень субъекта Российской Федерации. То есть сейчас этим по закону должно заниматься правительство Республики Дагестан. И уполномоченным органом в этой области сейчас является Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. Но вы знаете, какое положение в государстве, экономический кризис, там, международная обстановка, видно, денег на эти цели достаточно не выделяется. Мы на сегодняшний день работаем по старинке, уборкой мусора, все равно занимаются органы местного самоуправления. Но теперь, как нам говорят, объясняют, закон вступит в действие на территории республики с 1 января 2018 года. Ну, будем надеяться на это. Ну, закон ввел новый институт операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это должны быть мощные организации с техникой, которые должны справиться с этим объемом, который образуется на территории республики. Вместе с этим экологический сбор, такое понятие ввели в законе. Все производители продукции будут уносить экологический сбор в федеральный бюджет для перераспределения по субъектам федерации и выделять эти деньги на эту сферу деятельности, на сбор, вывоз и утилизацию отходов. Ну, у покойного Виктора Степановича Черномырдина было выражение: хотели как лучше, получилось как всегда. Я
хочу, чтобы это все, что намечено, притворилось в жизнь. Будем смотреть, с января может ситуация изменится к лучшему. А так все здесь обозначены вопросы правильные, о них все знают, и мы со своей стороны стараемся их решить. Абдулла Талибович, у нас еще один вопрос к вам. Вот состояние наших водных объектов нашего района какое? Нас это волнует больше всего. Водные объекты у нас протекают 2 реки, даже можно сказать 3. Чирак-Чай, Курах, Гюргюри-Чай. Тоже берега рек в очень плачевном состоянии, вывозят мусор, вываливают, сваливают на берега, и, соответственно, мусор разлагается на химически вредные вещества, загрязняет нашу воду. С этим мы тоже в соответствии с водным кодексом боремся, но где получается, где не получается, нужно всем миром, всем вместе заниматься этими проблемами. А так, 1-2 человека ничего не сделают, я думаю. По этому вопросу у меня тоже вопрос, который касается. Вот как раз здесь, ну, мы знаем загрязнение, как происходит, вот все хорошо было показано. Кроме того, вот эти, например, мойка машин, ведь все эти воды тоже стекают. Конечно, происходит загрязнение, это мы знаем. Надо каким-то образом все это, ну, это дорогостоящее очистительное сооружение. Эта канализация должна быть проведена. Да. Кроме того, вот здесь было показано, что в 1957 году у нас нехватка пресной воды будет, да, по стакану. Ну, я лично, это мое мнение, я замечаю, что когда мы в школе были, наши берега рек развивались по всей территории. И сейчас в реках, вот сейчас весна, да, но я когда прохожу через мост, я вижу, с каждым днем все меньше и меньше воды становится. Но это означает, что пресная вода уменьшается. Но у меня вопрос такой, это от источника уменьшения происходит, или же происходит от того, что эту воду до этого забирают какие-то другие каналы? Единственный Кировский канал, и тогда, когда мы учились, он существовал, и сейчас существует на поле воды в Сардаркенте, только забирают эту воду, дальше в Саидкенте, в Касумкент и в Сапат-Гериханово. Новых каналов таких нету, но само... Это еще плачевно. Да, плачевно. Воды нету в реках. Сток уменьшился намного. Спасибо вам большое за полную информацию. У нас... Мы знаем, кроме комитета экологии, огромная работа ложится еще на сельские поселения, на сельсовет Касумкентский. У нас сегодня присутствует на нашем мероприятии зам главы сельского поселения Касумкентский Фазил Алимирзоевич. Пожалуйста, вам слово. Ну, я буду сегодня вести свою беседу на своем родном языке, хотя, наверное, доступно объясню, что я хочу говорить, объяснить вам. Заказик oldu и şu güzel yerdiz, güzel sandiz kiligna и dünya halar uçuyordu. Güzel çok sonunda производит köz, а ялрез и они передача ига düz здесь многогранный доказ hazur на час калурада. Ахпа хана ихти момента кне на перспективу, а я Ахила ихти передачарам, азурзва тема открытый урок зачизма. Это мое видение, так как уже более 6 лет полугна как раз по благоустройству. Хотема здесь, как Аллах-то хак тунмаз, уже зуячкан вайсан есть. Деринда зуга урда, зачерхана учил вода, и сонри учи из вода. А там Аллах на окурла, ахпа Аллах чез, мой нова Аллаха ручилана.
Хахила, чина хахти темарик жезхан кой, Аллах нахуй заканчик лжимир. Ну чи хрюнь территорию давай сценариан чи поселению, кто чина чи хада тунахуй. Не ада учительница детим потахагу зума вопросом, темил учить зва, газав учить зва. Она газав глобальный момент рва. Вот сам ханя гравич у них зва. Хагам простое, но Дотунар ола ихтичка дол, вот алатерика, хачи аял вахтара, учительница был за вахтом. Гил ханя чунюхна, ама грави, а вот на вот, ачка арашатник он захер. Опреснять ком потал я. Ну а мач, я да мач орану, дотунар, я да мач харапица. Ахилахте, хахте момент аркалорна, и не под потахча сипан гурчекчка ярглач, на чебагларчи, шаири маньяркхен, обркхен. Ну гина ухабахте. Я не запрещаю, они мусоры. То есть сама че исанди учение жизнедеятельности радал без вашей. Заказывала да че она советный территорий дал цо да узуркас, да чуть более да еще межезу. А харца касти вот их не усредненная цифра ему от 300 до 400 килограммов мусора радал безу. А че она мусорвичикше, dünyada ama adam космет я переработка я куня я захоронение. Масса кайда обращение с отходами аватаж. А че территории дал ханканзу по нормативу уже шмуцу килигала свыше 10, ну около 11 тысяч кубов мусора. А фактически по документам вечена фулкачузу и дарарва по факту хипам кацла заказ около 9-8,5 тысяч кубов. А маку по метрях есть везу. А маку по метрях их не начинал в крецхатлага адзвуцум херерис кубурис ханрис. То есть директор чер колахаряма и санди амизади. Ахва и да исан ики мы ама видео материалар ава вери ава. Ну, харца кости, айлар, ибр особенно кюзя, кючи, потала, чидал, амухзва, не силаруда, не глуда, кючи, наследник ария, а кюзя хаимир, чилер, баглар, амухзади. Хахила чала, что их не грандалы, сят катастрофа диспоза, мочи деверах сантира, зу аял чавоз эйц, и хурянрат, ускан кирила за вахтатир, хах тверждатир, хах жверждатира. Ну, тирга, а исади вичи деятельности промышленность развивать же свидла лох. В 1860 году нафту кудис башамша на лох резко финансовая утилизация. Она парниковый эффектор, она не коннекцион лузва, чилел лапса 0,5 градусов, чимихан хой, полюс рала, маркарцуру, да, царада, и на вообще катаклизмы, да, природные. Хада кахвим потел хана фикирный ганда. И дириндис хана урч из вода хамга урдахатный ганда. Хахила квиз лозвагафар дюс гаурдахат дюс качо кюкалера ахтил тарая и тир кайда лаха кайда тхус Аллах во всяком случае. Хакуматы сят герекова черкларе как кризис газа учлузу расходзу экологии здесь. Учить расходы, экология денег, что до того безграмотные, ну вер до единицы эртигат жида. А вы я келе давай чизу, вот что нельзя этого делать. Но тем не менее, что мы делаем. А худрис, ну якеш эрва, на библиотека давай что на хайса встречи да. Ну кафеты чирар, жвачка чирар, ну разные, чинагадар зуб. И на то, что фидал школа, дизня педала коза, корях расширила. Хабарнизу, мата и чнезу, кнезу. Масса район дата на масса, она там извачки. Чу Невада карахазу, чу африканский континент карахазу, андрей карахон герек на позвач, если чинага и на убизован кой, не ваш велик фиде верда, а хати территория на харон кой. Ахпа, ну че территория карахан мадмон. Худ миллион гигана, 3 миллиончина мусор здесь пулгуз, мих он потал. И тротуара михума, и на сквер, и полиумочная работа. Вы представляете, са и даради 4 миллиона 200 тысяч рублей совету гузу пул. А чиначу дюст хонат, а дюст здесь
мусор дихкалас обращаться каната. Хапфулдыка и кепа амугдатир. Чего учида, не кухне наклал библиотека ремонтчида. И черехаку вот она тут асфальтировать звач асфальт туда кчера, эквер асфальт тротуар ожидачила. Хакулахар извач. А хака обывателя ремонтчигила, а сяхтачина тема дара хазва, а верных изу местного управления администрации руководства кизу, а районное руководство. А обыватель девушки вам почему ведро без адаклик. Голова де анал бе через ядовач. А я учить аватуш, а муж потом не так всегда как жезвахама, а вичивичиз анализ гана, как олахар деринда фикир звач. Он звади дюздюс тху. И это они адаз питьевотика хазва или фикрец хадавал. Канализация район территории давач. Но тем не менее, вирида колера буквально. Может, 5-10% как-то новостроера. Кухня деньят есть физу. И абров дешели амиза аброму. Стиральная машина. И абр на хапанш и абр турецкий моечный абрмо и абр. Ну там разные, да мы. Абр хкаться тоже даже бур коли хапар чхуме был сзади. Суд сфер чхет она никому мадна чавля хина призва. А я дхинис физу баг десь физу. Почву вич кошмарное состояние дискуссии. Вери отравляющие элементы ада Менделеева таблицы день ханаджи сейчас. Хакила чина чун дюз тхонок анзва, чун дюз гаурда хакник анзва, мусоритник анзва, михиханик анзва. А лукзук анчина, а стиральная машина чхоит утвиягейс. А чина чу михисхона, чу цукза машина михисхола, чина чу физа абур рекер хулериан хизатуш. Хабар не бори. Но хабар не чебар точно был. Хахи гзафра хадач лап зу разей кнет хонва тарсумла чуксовал чазни верно. Ну их те хсандез вери разносторонний охват, а у нас там математика, химия, биология, астрономия, очерк. Но хочу дюздестхон и чи будущее хсанжида. Чуксовал сара. Слово предоставляется методисту управления образованием Мумина Цакариевне. Два слова, пожалуйста. Уважаемые дети, уважаемые учителя, все вы хорошо знаете, этот год объявлен годом экологии. Если вы помните, буквально 3 года назад тоже был объявлен годом экологии. Но отсюда возникает уже ответ на вопрос, почему? Потому что, как уже сегодня здесь отметили, и это наше сегодняшнее мероприятие тоже это очень хорошо выявило, что экология находится в катастрофическом положении. Поэтому уделяется очень большое внимание. Но долго я не буду останавливаться. Всем вам большое спасибо за подготовку такого хорошего мероприятия. Как тут отметили, на мероприятии были охвачены все вопросы, которые непосредственно касаются нас. Вы, наше будущее поколение, тоже можете внести свою лепту в сохранение природы, в сохранение экологии, как тут отметили уже, тем, что не будете сорить нашу природу, загрязнять природу, ломать ветки деревьев, охранять все зеленое, все красивое. Спасибо вам большое. И большое спасибо хочу отметить учительнице химии Касункенской первой школы Аликберовой Беневшей Бисламудиновне и учителю биологии Лазару Энверовичу, которые подготовили это мероприятие. Это очень большой труд. Так хорошо оформили зал, провели мероприятие. Вам тоже объявляю большую благодарность от всего управления образования района. Так, на самом деле, сегодня раскрыта глобальная тема, которая стоит на уровне всей России, Республики Дагестан и всего Сулейман-Стальского района.
Я хочу сегодня обратиться на самом деле к молодому поколению, к нашим учащимся, которые сидят здесь. Почему? Потому что будущее строить им. Беневша Бисамудиновна очень наглядно в своем выступлении отразила, что над нами нависла страшная тревога, что бьют во все колокола, а бьют во все колокола, когда наступает страшное бедствие. Если в годы войны умирали люди от орудия, то сегодня в мирное время вы сами видите, сколько погибает народа от этих экологических нечистот. Маленькие дети, еще будучи в утробе матери, заражаются онкологическими заболеваниями. Сколько сейчас детей с различными дефектами, больные, ожидают помощи от нас с вами. И все это делается человеческими руками. Так, правильно было сказано здесь выступающими, если каждый из вас, каждый из нас, взрослых, будет соблюдать, не будет проходить мимо всего того, что творится вокруг вас, наверное, все-таки экология была бы чище. Она загрязняется. Я хочу ваше внимание обострить на том, что раньше, в наше время, когда мы были молодые, никогда, правда, сейчас очень много появилось этих баклашек, пакетов и так далее, которые у нас ветром в воздухе крутятся, вертятся, и везде они. Но в то же время мы забываем о том, что мы должны соблюдать вот этот экологический процесс, который происходит вокруг нас. Почему я к вам обращаюсь? Потому что вы оканчиваете школу, у истоков всех государственных рычагов будете стоять вы. И вам надо будет продолжить те идеи, ту работу, которую сейчас проводит старшее поколение. В конечном итоге вам придется вести эту борьбу, чтобы очистить экологию от всяких загрязнений. Так, естественно, очень много труда было вложено для того, чтобы сегодня провести это мероприятие. Я еще раз повторяю, что это очень злободневная в наше время тема. Так, Беневша Бисамудиновна немало труда вложила для того, чтобы наглядно сегодня нам показать. И вот в оформлении этого зала, и в этих сланцах, которые она подобрала, чтобы показать детям, и в своем выступлении, и в выступлении детей собран огромный материал. Так, я, как руководитель школы, хочу сказать вам большое спасибо и вам, и молодому моему начинающему специалисту, который тоже активно участвует во всех мероприятиях, Азизову Энверу, Лазеру Энверовичу, я извиняюсь. Вам огромное спасибо. Я думаю, что после такого наглядного примера, после такой огромной информации, наши дети все-таки поймут, что надо очищать нашу экологию, не проходить мимо всяких нарушений, помогать всем, во всем и всегда. Я вам желаю удачи, успехов. А гостям сегодняшним я просто от имени руководства хочу поблагодарить, потому что у вас тоже очень много своих проблем. Вы тоже очень занятые люди, но несмотря ни на что, сегодня вы пришли и объяснили нашим детям, какую они должны вести борьбу. Спасибо вам за присутствие. Тут все сказали. И, конечно, большое спасибо всем гостям
несмотря на занятость, вы пришли, разъяснили нашим детям, что к чему. И спасибо хочу сказать нашим учителям, что так хорошо подготовили это мероприятие. И я думаю, тут все сказали уже, но я хочу закончить вот это мероприятие с призывом: берегите землю, берегите нашу планету, берегите природу. Всем за внимание. На этом наше мероприятие закончилось. Thank you.